были шкафы тоже. Я не знаю. Там будут витрины. А где это? Кто это будет делать? Когда это будет устанавливать? У нас в университете Новосибирском на кафедре археологии и этнографии и в лаборатории гуманитарных исследований уже в течение более 20 лет проводятся работы по изучению истории оружия и военного искусства кочевых народов Южной Сибири и Центральной Азии. Сразу видите, да, есть нагрудник и так далее, и вот такие набедренники, то есть шлем сделан по реконструкции. Причем здесь вас, знаете, что отметить? Вот как только начались предметные реконструкции, сразу появились коррективы по отношению к рисуночным реконструкциям. Понимаете, бумага все терпит, можно нарисовать, да? А когда реально скрепляешь между собой пластины, вот так, сразу потребовалось сделать какие-то коррективы, видоизменить их и так далее. Это ламеллярный доспех, но уже есть и оплечье, и прикрытие шеи, и по письменным данным есть прекрасные находки. Вот это, кстати, тоже джурдженский шлем, он был найден на Дальнем Востоке. Вообще вот военное искусство кочевников Центральной Азии – это удивительная тема. Почему малочисленные, разобщенные, находящиеся в постоянных междоусобных войнах народы держали в страхе весь цивилизованный мир? Почему на протяжении 2 тысячелетий степняки одерживали регулярные победы над земледельческими империями? Почему на протяжении столетий степные воители не только захватывали, но и умудрялись удерживать огромные, богатые земледельческие территории? И вот, наверное, один из важных элементов, объясняющих причину, почему кочевники доминировали в Евразии, было, безусловно, их военное искусство, которое пока еще, я думаю, находится на первой стадии изучения, когда мы поднимаем материалы, обрабатываем их и делаем первые выводы.